метра в высоту в мягком материале глине, обрамленный медью. Сидя на скале с книгой в руках и взглядом, устремленным вдаль. Скалу обвивают ветви граната. Дерево – символа богатства, жизненной силы, любви и плодородия. Таким увидел скульптор Василий Василюк памятник крымско-татарскому классику Эшрефу Шемизаде. За основу изображения на обратной стороне монумента художник взял поэму «Козьяш-Дивар» «Стена слез». Если вы помните, по книжке люди замуровали молодую женщину с ребеночком, да? И как раз там фрагмент этой женщины и ребенка на той стороне есть. Художник прочел немало произведений Эшрефа Шемизаде и книг о нем, чтобы проникнуться его трагической судьбой. Самое трудное было изобразить черты лица поэта. Я ходил по рынку, наблюдал, мне надо было найти такого героя, который похож на него, чтобы посмотреть пластику лица. Главным критиком для художника стал ныне покойный сын поэта Айдын Шемизаде. Эту встречу он до сих пор вспоминает с трепетом. Стояла такая пауза, где-то минуты 2. Может, мне казалось так, потому что в ожидании, что будет сказано. И когда Айдын произнес «отец», для меня это было высшей, наверное, похвалой. Эшреф Шемизаде – крымско-татарский поэт, критик, литературовед и переводчик. Эшреф Шемизаде родился в 1908 году в Евпатории. Детство и юность поэта прошли в этом доме. Здесь он написал свои первые произведения. Сейчас на стене дома крымско-татарского классика установлена памятная доска. Уже 18 лет талантливый юноша стал редактором молодежного журнала «Козий Айдын. Радостная весть». Был первым председателем Союза писателей Крыма. Поэма «Днепр-Листан» принесла ему всесоюзную известность. Участвовал в переводе крымско-татарской письменности с арабского алфавита на латинский. Даже попал в большую советскую энциклопедию. Это был не просто поэт, это был поэт-переводчик. Он переводил со многих языков и дружил со многими известными поэтами в свое время. Он еще был участником первого съезда писателей СССР. И он вошел в состав правления Союза писателей СССР в свое время. Он был ответственным секретарем Союза писателей Крыма. И я думаю, что Эшреф Шемизаде заслужил то, чтобы на его родине стоял памятник. А затем тюрьма, гонения, жизнь в ссылке. Статью из энциклопедии удалили. 8 лет провел в сталинских лагерях. Меня назвали в честь Эшрефа Шемизаде. В 30-е годы было честью называть детей именами выдающихся личностей и борцов за свободу. Так произошло и со старейшиной Евпатории Эшрефом Бекировым. Имя повлияло на характер. Он стал таким же целеустремленным и упрямым, как поэт, но только в спорте. Достиг звания чемпиона Узбекистана, побеждал на всесоюзных соревнованиях по велоспорту. Был лично знаком с Эшрефом Шемизаде. Эшреф ага все уважали, от мала до велика. Он мог найти со всеми общий язык. Он говорил так красиво, сладко и понятно. По сравнению с ним наш разговор грубый. Мы слушали его, открыв рты. Установить памятник на малой родине классика в Евпатории инициативная группа местных жителей задумала еще 14 лет назад. Организовали сбор средств. 3 годами позже скульптор смог приступить к работе. Были собраны определенные средства, часть из которых оплачивал сын Эшрефа Шемизаде, это Айдын Шемизаде. Было принято решение сначала сделать его там в нескольких вариантах, и было принято в конце концов сделать этот памятник медным. Но денег хватило лишь на половину работы, поэтому проект пришлось заморозить. Но это не единственная проблема. До сих пор не определено место для установки памятника. Еще при Украине местные власти предлагали установить его на вокзале возле памятника жертвам депортации, но активисты не согласились. Памятник должен быть на виду, должен быть в старом городе, недалеко от его места учебы, от его места рождения. Уже вроде землю там выделили, а когда начал архитектура, которая делала проект на землю, там обнаружили какие-то подземные коммуникации. И все, на этом заглохло. В администрации Евпатории рассказали о том, что рассматриваются 2 участка для установки памятника. Первый на пересечении улиц Караева и Татарской на площади Металлистов. Второй в сквере памяти и согласия. Стоит отметить, второй вариант общественники не одобрили еще в самом начале. Я думаю, что уже до конца этого года, 2022 года, мы уже подведем какие-то конкретно итоги и определим земельный участок для установки данного памятника. Творчество Эшрефа Шемизаде – это любовь к родной земле и своему народу. Чтобы полностью закончить памятник, нужно еще как минимум 2 миллиона рублей. Подробную информацию можно узнать по номеру телефона, который вы видите на своих экранах.